Сегодня мы рады анонсировать амбициозный логистический проект, который долгое время держался в тайне. И сегодня у нас в гостях человек, который, собственно, об этом проекте и расскажет. Это Асхалба Астамур Платонович. Здравствуйте. Генеральный директор логистической компании, а также руководитель филиала Ассамблеи народов мира в Республике Абхазия. Добрый день. Добрый день. Астамур Платонович, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своих профессиональных компетенциях, о занимаемой должности. Я являюсь руководителем представительства Ассамблеи народов мира в Республике Абхазия. Долгое время работал в Москве у Андрея Юрьевича Белянинова. И мы как-то долго обсуждали с ним вопрос об открытии представительства на территории Республики Абхазия и о том, как начать реализовывать гуманитарные проекты на территории Абхазии. Одним из главных проектов это стал транзитно-логистический терминал. Мы с инициативой обратились к руководителю страны, на тот момент экс-руководитель страны Жани Аслан Георгиевич. Мы показали, сделали проект и представили президенту. Ему он очень понравился. Безусловно, отметил, что в связи с геополитической ситуацией в мире и с проблемами с нашим стратегическим партнером этот проект принесет большую пользу в развитии транспортного коридора и транспортных узлов и доставку товаров на территорию Российской Федерации, и также с территории Российской Федерации в третьи страны. Мы долго работали над этим проектом, проходили очень много согласований, это так как и со службами Российской Федерации, и с абхазскими службами. Было очень сложно, мы этим проектом уже занимаемся на протяжении 5-6 лет. В связи с геополитической, повторюсь, ситуацией, этот проект был очень такой закрытый проект, потому что если бы мы освещали об этом, столкнулись бы с большими проблемами, с большими трудностями. И так этот проект, он очень такой геополитический, и приходилось работать. И после того, когда мы приняли решение о том, что нужно открывать представительство на территории Республики Абхазия, сразу Андрей Юрьевич предложил возглавить это представительство. Имеется в виду представительство Ассамблеи народов мира? Безусловно, да. И мы открыли представительство на территории республики, и начали заниматься первым проектом под руководством Андрея Юрьевича. Андрей Юрьевич, он человек с большим опытом, человек, который проработал долгие годы в таможне Российской Федерации. Кстати, внес большой вклад в развитие таможни Республики Абхазия. Еще тогда, после признания республики в 2008 году, он большую работу провел на территории Абхазии по таможенным вопросам. И он очень любит Абхазию и хочет развивать эту Абхазию и готов в дальнейшем содействовать в развитии Абхазии. И, безусловно, такой проект – это не только геополитический проект, это еще и экономический проект, даст большую возможность в развитии экономики Республики Абхазия. Выходит, что на территории Республики Абхазия в Галском районе строится, уже почти завершено строительство логистического хаба. И как раз, уважаемые зрители, перед нами человек, который реализует этот проект, строит этот транспортный терминал. Что с чем связывает эта логистическая цепочка? Вы все прекрасно знаете, что у Российской Федерации большие сейчас трудности, санкции, да? Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, они все больше и больше пытаются сгустить краски над Российской Федерацией. И очень много бизнес страдает от возможности перевозок товаров на территорию Российской Федерации.
Вот, есть территория Российской Федерации. Компании банкротятся, компании закрываются, потому что подорожало все, и транспортировка, и цены на товары. Вот, и время, вы знаете, время – это деньги. Вот, и как раз вот этот маршрут, да, из Абхазии, третьи страны, и из третьих стран через Абхазию в Российскую Федерацию облегчит эту возможность, откроет новые возможности и для Российской Федерации, а также и для Абхазии. Вот, и мы планируем в основном эти товары с Ирана через территорию Абхазии на территорию Российской Федерации. Вы прекрасно знаете взаимоотношения России и Ирана, что Иран и Россия укрепляют свои взаимоотношения. Эти поставки товаров с Ирана на территорию России, с России на территорию Ирана, то вот через территорию Абхазии. А также помимо Ирана, я думаю, что добавятся игроки, как Азербайджан, Армения. Вот это будет очень интересно для них. Вот. И, кстати, некоторые страны Евросоюза заявили желание как бы через этот коридор отправлять товары. Вот. И Таким образом, работа ведется. Скажите, пожалуйста, какими видами транспорта будут доставляться товары через этот терминал? это вот машины, контейнерные перевозки, просто на автотранспорт как бы будут перевозиться товары. Абхазия небольшая страна. Не станет ли проблемой появления столь крупной транспортной артерии на ее территории? Кстати, хочу подчеркнуть, что в прошлом году реализовали большой проект при поддержке Российской Федерации на территории Абхазии. Открыли грузовой железнодорожный терминал. Да? Это вот морское сообщение. Товары будут поступать в город Очимчира. Там у нас находится порт. Кстати, он как бы может и разгрузить. Это вот будет мы можем связать Очимчирский железнодорожный терминал с терминалом нашим. И я думаю, что никаких проблем не возникнут. А в дальнейшем, я думаю, это поспособствует развитию новых каких-то дорожных инфраструктур. Может, начнутся строиться новые дороги, объездные пути. Как бы это время покажет. Вы являетесь руководителем представительства Ассамблеи народов мира в Республике Абхазия, и для многих, уверена, это необычное качество Ассамблеи народов мира. То есть Ассамблея народов мира не только выстраивает связи, но и реализует такие крупные проекты. Вы уже упомянули, что руководитель Андрей Белянинов имеет большой опыт в таможне. Получается, что в данном случае именно он выступает своего рода куратором этого проекта. Да, безусловно, да. Вы руководите фирмой, которая строит этот терминал. Это фирма абхазская, верно? Да, это фирма абхазская. Соответственно, в данном случае проект является российско-абхазским, верно? Да, можно так сказать, это российский абхазский проект. Какие у вас ожидания результата от того, что вы делаете? Мы ожидаем от этого проекта, это интеграция в ряд с другими странами, и интеграция в евразийское экономическое пространство. Вот. И как бы я думаю, что этот проект даст эту возможность. Сейчас мир становится многополярным, мы уходим от системы, где доминирует доллар, где доминируют Соединенные Штаты Америки и их вассалы. Скажите, пожалуйста, станет ли ваш проект одним из путей, при помощи которого можно прийти ближе к расчету в национальных валютах, к независимой политике для многих государств? Да, безусловно, конечно, товары, которые сегодня поступают на территорию России из третьих стран, и есть те страны, в которых влияет евро и доллар. Вот. Открытие такого проекта, я думаю, что есть большая вероятность, что мы как бы сможем уйти от этой проблемы и начать как бы напрямую с каждой страной. Да. В основном это такие страны, это частично здесь затрагивает африканские страны, арабские страны, да, где мы напрямую сможем уже
как бы контактировать. Вообще этот проект и для Абхазии играет большую роль, потому что у нас сейчас сегодня, если помимо России, у нас товары приходят из Турции, да? Вот. И чтобы с еврозоны в Абхазию прибыл товар, это нужно, например, там из Турции направить, отправить в Турцию, из Турции отправить в Абхазию. Вот. И даже если мы захотим с африканских стран отправить, с арабских стран отправить, это все вот морским путем через море. Вот. И как бы это даст другую возможность доставлять товары, уже как бы не касаясь той части, которая сегодня для всех является проблемной частью. 6 лет готовился проект, велись соответствующие работы. Обращаю внимание наших уважаемых зрителей, что это же еще до начала специальной военной операции, то есть до того момента, как наш конфликт с недружественными государствами перешел в открытую фазу. Получается, значимость его настолько велика, что рискну предположить именно вот противодействие недоброжелателей и опасались? Да, безусловно, этот проект был закрытым. Этот проект не был общественным. В Российской Федерации и так очень много было проблем, и мы все как-то пытались закрыть этот проект, чтобы он просто чтобы этим самым не навредить этому проекту. И да, приходилось, как говорится, играть по-тихому. В завершение нашего разговора попросила бы вас назвать некоторые цифры, если это возможно, если они не являются закрытыми, чтобы дать нашим уважаемым зрителям некоторое представление о масштабах того, что вы делаете, о масштабах проекта. Могли бы вы дать несколько характеристик терминалу, рассказать немного конкретных фактов о нем, чтобы сложилась полная картинка? Строительство терминала идет поэтапно. Вот. На данном этапе, на первом этапе, после завершения первого этапа строительства, мы планируем начать пробные грузы. Я думаю, что возможность на первом этапе принимать товары, автотранспортные, средства, это где-то, наверное, порядка в сутки от 10 до 15 машин. Да? Это вот первый этап, это будет пробный этап, и мы будем иметь понимание уже, с чем мы будем сталкиваться, с какими проблемами, как все это делать. Да? Вот. А второй этап, он уже рассчитан на большую пропускоспособность. Я думаю, что там вырастет до 50 машин в сутки. Это уже второй этап. Вот. И сама инфраструктура этого терминала, она не останавливается только на самом таможенном терминале, да, там сопутствующее еще том, что планируем строить склады временного хранения, таможенные склады СВХ. Вот. Это даст возможность компаниям завозить товары на территорию Абхазии, хранить эти товары на территории Абхазии, да, в складах временного хранения, а потом уже и в дальнейшем для их реализации в самой Абхазии или уже вот на территории Российской Федерации. Или наоборот. Есть ли пределы роста, то есть насколько сильно может быть увеличен поток грузов? Пока сложно говорить об этом, потому что это такой вот специфический вид, как говорится, деятельности у нас на территории Абхазии, да. Очень сложно говорить о том, сколько еще компаний заявятся, да, работать с нами и возить. Компании, кстати, уже заявили желание работать с нами, но мы пока технически не готовы. Вот. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем, как минимум, пробные грузы пропустить через наш терминал. Что планируется возить? Вы знаете, это уже вот зависит. Мы готовы возить все. Да? Товары первой необходимости, также это сырье может быть какое-то, это может быть оборудование, это может быть, я не знаю, там, много чего, что нефтепродукты, да? Вот, и как-то так.
То есть большой спектр возможностей. Есть ли дороги, справятся ли дороги с логистикой вот такой вот сложной, с таким большим количеством грузов? Я думаю, что справятся. Я думаю, что справятся, потому что мы планируем как. У нас в Абхазии я сказал о том, что построили железнодорожный терминал. Мы планируем связать наш терминал с железнодорожным терминалом. Вот, и уже как бы перемещать товары частично на машине, потом эти машины уже, или контейнеры, да, в вагон, и на вагонах уже. Зависимо еще, куда идет груз. Да? Если он в Российскую Федерацию, в дальние какие-то регионы, там, Москву, там, в Питер, конечно, безусловно, легче, наверное, его транспортировать через железную дорогу. Если это вот затронет там Краснодарский край, Сочи, Краснодар, да, ну, конечно, естественно, легче будет его перевозить на машинах. Благодарю. Что ж, желаем вам успехов в реализации этого большого и важного дела. Напоминаем нашим уважаемым зрителям, что с нами был Асхалбаас Тамур Платонович, руководитель представительства Ассамблеи народов мира в Республике Абхазия, а также генеральный директор транзитно-логистической компании, которая реализует данный проект. Спасибо. Спасибо.